Что мы делаем для того, чтобы создать маркированный список? Находясь на панели «Формат», вкладка «Стиль», опускаемся чуть ниже в пункт, который называется «Пункты и списки», и в самом первом выпадающем списке выбираем пункт. У нас создался первый пункт нашего маркированного списка, давайте заполним его каким-нибудь значением. Для перехода к новому пункту списка нажимаем «Ввод». Для того, чтобы закончить создание маркированного списка, мы нажимаем «Ввод» дважды. Первый раз для того, чтобы попасть в новый пункт списка, и второй раз для того, чтобы совсем выйти из создаваемого маркированного списка. Теперь мы можем приступить к работе с текстом, не связанным с нашим списком. Для того, чтобы нам добавить пункт где-то в середине нашего списка, мы просто ставим курсор мыши на предыдущий пункт списка, нажимаем «Ввод», попадаем в пустой маркер, в который можем ввести то, что нам необходимо. Маркированный список можно создать и из уже существующего текста. Для этого нам необходимо выделить фрагмент текста, а дальше в разделе «Пункты и списки» вместо «Нет» снова выбрать вариант «Пункт». При этом маркеры будут добавлены в те места, где начиналась новая строка. То, что попало в один пункт, легко разделить. Ставлю курсор мыши и нажимаю «Ввод». Внешний вид маркированного списка можно изменить. Для этого мы возвращаемся в пункт «Пункты и списки» и в поле «Пункт» вместо точки выбираем что-то другое. Как мы видим, для того пункта, в котором у нас стоял курсор мыши, маркер поменялся. Если вы хотите изменить маркеры во всех пунктах списка, не забудьте их предварительно выделить. Еще один вариант изменить внешний вид пунктов нашего списка – это использовать свое собственное изображение. Давайте выделим весь список. В разделе «Пункты и списки» в самом первом выпадающем меню выберем изображение. Далее переходим в раздел «Текущее изображение» и либо выбираем один из предложенных вариантов, например, вот такой, либо в самом конце этого открывающегося меню есть пункт «Пользовательская картинка». Он позволит нам выбрать картинку, которая расположена у нас на компьютере. Теперь наш маркер выглядит вот так. Давайте сделаем покрупнее, чтобы разглядеть его в самом списке.